В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. Признание Якутии лучшим спортивным регионом России на премии Sport Facilities 2025 означает официальное подтверждение успехов республики в развитии спортивной инфраструктуры и массового спорта. Якутия опередила другие регионы благодаря строительству более 40 крупных объектов с 2020 года и росту вовлеченности населения в спорт. О статусе одного из самых спортивных субъектов страны, о предстоящих мероприятиях мы сегодня поговорим. Наш гость в студии Леонид Спиридонов, министр по физической культуре и спорту республики. Леонид Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот поздравляем вас с признанием Якутии лучшим спортивным регионом. Для начала, да, вот статус одного из самых динамичных, развивающихся, так сказать, субъектов России, да, в сфере спорта. Расскажите, пожалуйста, об этом немножко поподробнее. Ну, мы очень рады, что получили такую награду. Спасибо за поздравления. Мы в прошлой неделе были в Москве, участвовали в большом форуме B2B, называется она, да, и в рамках этого форума я выступил еще примером нашей работы Республики Саха-Якутия, да, где мы проводим, у нас в республике проводятся масштабные спартакиады в нашей республике, да, мы и в рамках этих спартакиад строим спортивные объекты, спортивные площадки, да, объекты. Мы поделились своим опытом. Конечно, это же удивило очень многих регионов о том, что мы строим в районах, центрах районах, да, и поделились своими знаниями и своим опытом. Ну и вечером сделали такое мероприятие, где были разыграны номинации, разные номинации, да, по всей стране, где были номинации, например, по лучшему объекту по стране, лучшему физкультурному зрительному объекту и так далее, да. Ну и из них одна номинация была «Лучший регион по инфраструктуре». И в этом номинации Республика Саха-Якутия выиграли из 64 регионов, которые подали заявки, да, и стали лучшим регионом Российской Федерации по инфраструктуре, по развитию инфраструктуры в регионе, да. Поэтому очень были довольны, мы даже не ожидали, что нас выберут, да, поэтому очень рады. Конечно, это же оценка работы нашей республики, нашего правительства, наших людей, которые здесь на местах работают, поэтому мы рад, что нас оценили. Ну и, конечно же, мы, кроме этого, провели большую работу и с Министерством спорта и так далее. Ну, интересно узнать, это какие объекты вошли в перечень? Ну, как вы сказали, да, с 2020 года мы строим объекты, да, разные объекты, ну и включенные Дети Азии, да. Ну, ежегодно мы строим спортивные площадки ГТО, да. В прошлом году мы построили 9 объектов, площадок, в этом году тоже 8 площадок. Ну и строим умные площадки, модульные спортивные залы по всей республике, да. Поэтому идет такая динамика строительства таких объектов, спортивных объектов в нашей республике. Ну и, конечно же, мы строим крупные спортивные объекты, да. Вот построили в рамках Дети Азии в Хатасах спортивный комплекс, в Сайсарском округе мы построили, в Звездном микрорайоне построили, где Белое озеро построили, Сулус, да, с бассейном каток. В Алдане, в Нейрингере построили по линии «Газпром», фонда «Газпром». Поэтому у нас в республике идет такая динамика строительства таких спортивных объектов. Я так понимаю, вот главным критерием было это, вот чем инфраструктурнее регион, вот тот и выиграет, получается. Да, они смотрели динамику строительства, да, может быть, другие регионы уже раньше построили, но сейчас идет у них меньше строительства, поэтому как бы идет, а у нас динамика строительства наших объектов идет быстрыми темпами и увеличивается доступная среда по спортивной инфраструктуре, поэтому оценивали это и нам вручили такую номинацию. Ну, еще раз хочется поздравить Леонида Николаевича. Думаю, еще больше успехов будет в будущем. Ну, давайте отойдем немножко от этой темы. Вот на прошлой неделе глава республики, да, Исай Николаев встретился с федеральным министром Михаилом Дегтяревым. Вот какие вопросы вообще обсуждались
Очень интересно узнать. Ну, во-первых, вопросы ставили мы по строительству также, да, потому что утвержденным нашим президентом Владимиром Владимировичем есть мастер-планы развития городов в Дальнем Востоке, и город Якутск тоже туда входит. Мы в этом плане вошли 7 спортивных объектов здесь, в городе Якутске. Ставился вопрос по строительству этих объектов. Ну и, конечно же, мы ставили вопрос по развитию масс-рестлинга, нашего национального вида спорта. Да. Как вы знаете, мы в этом году провели чемпионат России в Нерюнгри, и отобрались наши ребята в сборную Российской Федерации. Ну и будет проведен чемпионат мира в Татарстане, в городе Казани. Глава нашей республики попросил, чтобы этот чемпионат мира включили особо важные мероприятия Министерства спорта Российской Федерации. Вот. Кроме этого, мы предложили включить масс-рестлинг спартакиаду учащихся, которые проводятся ежегодно. И если они включат спартакиаду учащихся, то уже регионы начнут уделять большое внимание развитию масс-рестлинга в своих регионах, и эти дети же будут участвовать на спартакиаде по масс-рестлингу. Поэтому такая работа ведется. Ну и кроме этого, глава обсуждал с министром развития полностью, по всем направлениям спорта в нашем регионе, рассказал, какие у нас тоже есть новые подходы по спартакиаде, да, манчары по национальным видам спорта, спартакиада по другим видам спорта, по адаптивке. Ну и мы в этом году проводим чемпионат России по стрельбе из лука. Супер. А что еще удалось достичь в рамках вот именно вашей поездки вот в Москве рабочей? Да, по работе мы в Москве очень плодотворно работали. Я сам встречался и с заместителем министра Адисом Абисултановым. Кроме этого, мы встречались и с первым заместителем Центра спортивной подготовки, Центром спортивной подготовки резерва. Мы обсуждали по базовым видам, развитие базовых видов спорта нашей республики, да, также выполнение мастеров, международников, да, с квалификацией судей. Ну и мы встречались еще и с Федеральным медико-биологическим центром, где обсуждали прохождение углубленного медицинского обследования нашими спортсменами. Предлагали, чтобы наши спортсмены проходили и некоторые медицинские обследования здесь, в городе Якутске, потому что наши спортсмены постоянно ездят в Москву для того, чтобы пройти медицинское обследование. Мы предложили пройти краткое обследование здесь, в городе Якутске, а углубленное уже можно и в Москве проходить. Да? Ну и кроме этого мы встречались с федерациями. Как я сказал, мы в этом году проводим чемпионат России по стрельбе из лука. Мы встречались с Федерацией стрельбы из лука, обсуждали наши смету, проведение, организационные моменты. Кроме этого, мы встречались с Федерацией тенниса, где сегодня мы ставим вопрос строительства тоже спортивного зала здесь, в городе Якутске, по теннису. Я встречался и с Федерацией борьбы Российской Федерации. Ну, вот такая вот работа, и в итоге уже глава встречался с министром спорта Российской Федерации. Супер, Леонид Николаевич, а вот близится уже май, тепло, какие вот соревнования у нас планируются в республике именно в этом месяце? Во-первых, май у нас уже пробуждение природы, Бег, тепла, да, начнем мы с бега. Вот в рамках Дня Победы будет проведена забег Победы, да, в рамках ППМИ программе, да, где выделяется финансирование через Минфин нашей республики. После этого у нас будут и другие соревнования по футболу. Дальний Восток будет участвовать наши дети. Потом проведем еще забег РФ, тоже забег, большой массовый забег у нас будет в республике. Ну и еще самое главное, мы начнем делать зарядки на наших крупных площадях и площадках, где будут массово делать зарядки наше население. Ну и, конечно же, эти зарядки мы делаем и в центрах, районных центрах, где проводятся эти зарядки.
А что вот насчет спартакиады Джулур, да, по адаптивным видам спорта? Как идет подготовка сейчас? Ну, в этом году мы проводим две спартакиады. Это спартакиада Джулур по адаптивным видам спорта. Сегодня подготовка идет уже полным ходом. Основной распоряжением главы уже вышел проведение этой спартакиады. Сегодня мы утвердили оргкомитет, утвердили положение спартакиады, какие виды спорта там будут. Мы утвердили спортивные объекты, где эти будут соревнования. Ну и сегодня уже идет комплектация судейского корпуса, да, подготовка к культурным мероприятиям, ну и транспортные вопросы. Поэтому ежегодно, когда мы проводим спартакиаду, у нас как бы уже работа уже поставленная, мы ежегодно проводим спартакиады, поэтому такая вот подготовка у нас идет. Но самое главное, хочу подчеркнуть, что на этой спартакиаде мы в этом сегодня включили отдельный вид спорта по полевой стрельбе среди участников военно-специальной операции. Поэтому будут участвовать ветераны военной операции и будут уже давать зачет своей команде. Леонид Николаевич, вот про мы разобрались, что насчет июня, да, спартакиада будет трудовых коллективов, как идет подготовка, что нового, может быть, внедрили? Ну, как я сказал, проводим две спартакиады, крупные вот, по адаптивным видам спорта, ну и крупная одна большая спартакиада, это среди трудовых коллективов. Мы совместно с профсоюзом Республики Саха-Якутия проводим это мероприятие большое. Да. Будут принимать участие более 1500 участников. Мы рады, что сегодня работодатели заинтересованы в здоровом образе жизни и ставят такие хорошие команды. В одной команде достигают до 104 человек, да, поэтому мы рады, что сегодня здоровый образ жизни является одним из приоритетов направлений любого работодателя. Это развитие корпоративного спорта сегодня, да, и мы тоже сегодня готовимся, тоже вышло распоряжение главы проведения, также транспортные, культурные мероприятия, проведение спортивных объектов и так далее. Все идет полным ходом, и мы 4 по 9 июня проведем эту спартакиаду. Леонид Николаевич, спасибо, что сегодня к нам пришли. Хочется еще раз вас поздравить, пожелать успехов новому министерству и спортсменам. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.